Сегодня 21 июня 2023 года. Вечный огонь. Город Сыктывкар. Сакральное место. 21 июня в прошлом при Советском Союзе были выпускные в школах и выдавался аттестат Зрелости. Аттестат зрелости, да. Не зря, наверное, что в этот день летнего солнцестояния. То есть переворачивается, не переворачивается, а спускается солнце, будет спускаться завтра. 22 июня ровно в 4 часа нам объявили, Киев бомбили, так началась война. Значит, в этот день Прасковья Ивановна Чисталева закончила школу и с Борисом, своим школьным другом, возвращались домой. Присев на лавочке, сначала на одну, потом на другую, уже рано утром, они слышали из домов плач. И узнали, что началась война. На этом месте Прасковья Ивановна читала свои стихи. Шла добровольцем на войну, чтоб мама меньше убивалась, повестки долго добивалась. И так дальше. В итоге она издала сборник стихов «Моя Великая война». Она дожила до, Юра, скольки лет? До 93 лет. Так, и что вы могли сказать о... что давало ей стимул к жизни? Я могу сказать об этой светлой женщине, поэтессе, о которой мы сегодня вспоминаем в такой памятный день. Что это была, по моему мнению, по моему суждению, это величайшая поэтесса всех времен нашей великой отчизны страны, потому что дожить до 93 лет, иметь светлую память, записывать стихи, которые ей давались свыше, она была избрана для этого, и доносить эти светлые мысли божественные до всего пространства нашей страны, которая готовилась уже к пробуждению, полученному через великого Пушкина, как «Пока свободою горим» и так далее. И вот это она имела, хоть при отсутствии зрения полноценного, она свои стихи записывала и сама на память всю свою поэзию помнила и декламировала их для всех. Ну, то есть я, может быть, ее не так знаю, она была в моей группе здоровья когда-то очень давно, но это была женщина, которая приняла те знания, которые она получила о здоровье, она приняла о том, что мир духовен, о том, что организм духовен, о том, что потом она стала очень верующим человеком. Видимо, она так и была на самом деле, потому что стихи просто так такие не даются, и потом жизнь была связана у нее как бы с войной, с страной, с людьми. То есть она передавала, она учительница. И по тем годам я слышала в Сыктывкаре, что она была очень грамотным литератором. И она давала много знаний детям. Вот тем, что считала главным в жизни человека. Я считаю, что благодаря Прасковье Ивановне ее фронтовой друг Прометей Чисталев стал известным. Не только в Республике Коми, но К тому же во всем мире. Прасковья была дважды рожденная. Первый раз от матери, второй раз по воле Божией. Так когда во время войны она служила в войсках связи,
и они были при исполнении обязанностей, был налет немецких вражеских сил и бомбили. И она, спрятавшись в это время от бомбежки в воронке, думала, что не бывает. На самом деле ее засыпало землей, и она была погребена полностью и практически уже потеряла, значит, и сознание, и все. Но у Бога не было на этот период такого, чтобы она ушла. Она была спасена, откопана, спасена и получила второе рождение, вторую жизнь. И вот завершила свое служение Богу вот величайшей поэзией. Ну, вот это. Костя, ну Так, действительно, я предлагаю почтить минутой молчания память Юрия Калинина, который написал песню вместе с Ниной Николаевой в День Победы, Прасковьи Ивановны и всех ушедших, миллионы, десятки миллионов наших. тысячи людей, которые погибли Да. в первые дни войны. Помолчим, постоим.